Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе на этом объекте. Важно, что по полису обязательного медицинского страхования и при наличии направления здесь может лечиться любой житель нашего региона. Мы в реабилитационном центре, Ради Фаридович, построен в 2014 году. Здесь до реконструкции здесь был военный госпиталь, гарнизонный, если вы помните, города Уфы. Это само здание было построено в 1898 году. Там историческое здание, вот несколько кадров, какой он был. Просто включите звук. Какой он был, практически остались одни стены. Мы полностью провели реконструкцию. Вот такие стены. И к 70-летию Победы за год мы провели реконструкцию. За год. Ну, это было 3 года хождения, 6 томов переписки с Министерством обороны. Ну, все это добились. Вот такие были помещения, практически полностью. 2000 КАМАЗов мусора только отсюда увезли из центра, все вручную. Все вручную. Работала здесь организация БНЗС. Здесь выделено денег около 300 миллионов, 200 миллионов ушло на реконструкцию, и 102 миллиона ушло на покупку оборудования, на транспортные средства, мебель. Вот это сама сумма. Мы практически за 5 лет, Ради Фаридович, эту сумму отработал. Полностью он окупил себе. Сейчас за это время уже более 7 тысяч пациентов, которые получили лечение. 7,5 да, даже, да? Более 7, да. И при этом только 1% это платные пациенты. То есть такая загрузка именно... Востребованность очень большая, Ради Фаридович. По нашим госпрограммам. Вот здесь мы принимаем пациентов, принимая со всей республики. Кроме ветеранов, все те люди, которые получили травму, инсульты, Ради Фаридович, мы принимаем согласно маршрутизации, согласно приказу Министерства здравоохранения, и они поступают сюда. Вот здесь мы принимаем, здесь мы их встречаем, обследуем те, которые нужно обследование проводить, потом перемещаем их, как называем, гостиничные палаты. Да? Есть вариант такого медицинского санатория, более углубленного, не просто реабилитация, санаторных. А очередь большая? Мы практически сдерживаем нормально, никаких таких вот сверхъестественных очередей нет. Мы стараемся это сделать. Потребность большая. Очень потребность большая, и люди сюда стремятся. По видам лечения мы практически... Здравствуйте. Вот здесь отделение физиотерапии, которое применяется самые современные технологии. Лазер лечение, которые есть в мире. Все технологии у нас есть. Электролечение. Вот даже есть аппарат, который лечит нарушение речи. Речи, те, которые заикаются, где после инсульта только учить надо говорить, мы этим аппаратом тоже лечим. Вот это тоже уникальный, Ради Фаридович, комплекс. Это вроде бы тренажеры, но они тренажеры для пациентов, для тяжелых больных. Они, если маленькая, даже есть возможность начинать движение, реабилитироваться, они с этого момента начинают. У каждого пациента есть чип, и он вставляет его, и начинает с этого момента, где он достиг какого-то уровня. Обратно биологическая связь, когда идет взаимодействие с потенциалом пациента. Вот пациент, Ради Фаридович, он афганец, воевал в Афганистане. Ну, строил дом, да, и упал с крыши, сломал шею и позвоночник. Расскажите про себя. Сейчас восстановление идет, да? Сейчас восстановление. И какой период? Вы... Второй раз. Второй раз? Да. Откуда приехали? Ну, ходил до этого? Нет, я вообще лежал. Лежачие пациенты. А сейчас... Первый раз научили меня садиться. Вот сейчас уже на коляску уже. Сам садишься, да? Да, все. Угу. То есть объем движения увеличивается, несмотря на большую травму. Ради Фаридович, есть пациенты, которые по 5 лет, 3 года лежали, мы их ставим на ноги. Даже. Да, ставим на ноги, и они уходят, уже бросают, восстанавливается их трудоспособность. Женщина, вот 51 год, да? 41 год. После инсульта, да. Она уже ходит.
ходят, все, мы восстанавливаем их трудоспособность. Вот пациент приехал из Дюртюлей. Как самочувствие? Инсульт. Потихонечку. Да, потихоньку восстанавливает немножко нарушение. Вы расскажите. Молодцы. Выздоравливает. Ветеран военных действий. Ну, он в корсете, он протрузии дисков, да, позвоночника. И сейчас как? Вы знаете, значительно лучше. Операция на позвоночнике проведена. Сделали сейчас значительно лучше. Мониторы, которые помогают Вот прям здесь следить с нагрузкой. Чип поставить. Как раз, да. Он должен Дойти Писаться на до своей. амплитуду движения. И практически вот это весь спектр, умное оборудование, Обратная которое связь, полностью логично. реабилитируется с момента. Здесь люди после инсультов, после этой лечебной физкультуры занимаются. Идемте дальше. То есть они как с утра их начинают? Практически до вечера. Но мы полностью восстанавливаем. И за этот период, Ради Фаридович, мы успеваем восстанавливать. Какая у вас? 80 коек, 40, ну, можем и 20 коек мы дневных. Добрый день, уважаемые наши пациенты. У нас в гостях Ради Фаридович, глава республики. Будьте здоровы. Да. Вот здесь замена сустава полностью. И она... Отрабатывает сустав с помощью этого аппарата Артромод. Он понемножку. Понемножку двигается. Аппарат работает сам, а мышечные движения привыкают к новой конечности. И никаких... Мы раньше выписывали сразу домой. Мы сегодня Максим Васильевичем говорили. И они мучились, ходили. И многие приходили уже повторным вывихом. Повторно оперировали. Сейчас они полное восстановление. Вопрос был у Ленары Хакимовны, сколько же человек мы восстанавливаем. Мы посчитали, из 7500, которые мы восстановили, из них 3200 восстановились к труду, практически половину. Половину они Вернулись. Возвратили к труду. Если таких реабилитаций будет много, это будет действительно, инвалидов будет меньше. Воевал в Чечне, получил производственную травму, упал с высоты, вместо кого-то сотрудника наверх полез что-то убрать и сейчас научился ходить, не ходил. Черепно-мозговая травма Мы большая. его подвешиваем и учим ходить. Сколько он не ходил? Сколько не ходил? А? Вот мам. Это я сиделка его, здравствуйте. Он почти 8 месяцев не ходил, а потом, когда мы сюда в 3-й раз уже приехали, мы начали на ходунках ходить, и теперь и дома занимаемся на ходунках, и здесь. А долго ждали вот сюда, чтобы приехать? Сколько времени ждали? С момента вам, когда рекомендации? Он упал 22 сентября, это было, мы первый раз сюда приехали в марте месяце 2019 года. Наверное, упал, Он бежал, когда там же когда операция операция еще была. была А на реабилитацию потом уже, да, получается? А откуда вы? Уфимский район, он в деревне Вольховка живет. Сейчас у нас уже хорошее продвижение вперед идет. Спасибо вам. Выздоравливайте, пожалуйста. Здесь очень чувствительный прибор, Ради Фаридович, который видит он и пальчиком, он ловит капельки сейчас. Капельки ловит и показывает свое Как раз восстанавливает. восстановление и пальчиков, и Моторики, координация, движение. движение полностью отрабатывает вот эта технология. Здесь уже гуляет ездит по улицам. Это самое. Причем здесь за счет движений ног разрабатываются и руки. И руки, это самое. Вот он индивидуально уже занимается, ездит, это самое. То есть ему надо и выдерживать. И скорость, и направление. Вот расскажите о себе. Я из Хайбунского района. Упал? Да? Или упал? Не, упал. Дерево упало А на дерево на него упал. И сломал шею, да? Что у тебя? Нет, вот рука не поднимает. Плечевой сустав, да? Плечевой. Дерево упало на плечо, и перелом нижней конечности был. И ноги Руку сломал. придавило, и ноги сломало, и руки. То есть политравма. Сейчас он занимается на этом аппарате, то есть и укрепляет мышечные самостоятельные, плюс электростимуляция идет одновременно. То есть это эффективнее намного. То есть побыстрее накачиваются мышцы и быстрее восстанавливается пациент. Здоровье.
Вот такие все помещения для проведения процедур внутривенных. Капельницы ставите? Все сделали. Здесь и лечение медикаментозное, По кому сути, как потребуется. стационар. Стационар больничный. Но с упором именно на реабилитацию. Ординаторский для врачей, где они Довольно комфортные условия, для... все технологии, которые есть. Работают все информационные системы, каждый пациент виден. То, что было сделано в стационарном этапе, за счет нашей промед-системы врач может видеть, что было, какие показатели лабораторные, инструментальные, результаты снимков, операционных вмешательств. То есть Полностью отслеживаем. стараемся согласно уходить этой полностью программе. от документации личной. Это вот гостиничная зона, Ради Фаридович, где находится, там наверху 40 коек. Вот можем посмотреть, какие палаты на каждом этаже. На каждом этаже такие палаты. Сидеть перед вами. Как здоровье? Ничего, хорошо. Получше? Да. Вот расскажите о себе. После операции, да, или после травмы? Я получил травму производственную. вот как. Ага. Упал с лесов Ага. со строительных. Ага. И в шейные позвонки Ух ты. перелом. Ага. Не ходил. Практически на Новый год не ходил. Ага. Был неходячий, лежачий. Сюда поступил неходящим. Да. А сейчас вот я так ходит? ходите, да? Я уже человек. Ну, выздоравливаете. Спасибо вам Всего большое. доброго. Здоровья. Побольше таких центров. Вот пришли посмотреть, чтобы их больше было. Да. Да. Мы к участнику войны зайдем? Он 4 января, ему исполнилось 102 года. Вы же по вашему указанию, он был госпитализирован. Идемте, он здесь. Он с дочерью и с супругой здесь. К вам гости. Здравствуйте. Вот дедушка, который это самое... Ну, конечно, сидите. Сидите, 102 года ему. Кавалерист. 2, говорит, осталось у нас в республике. Утыр, Утыр, пожалуйста, Утыр, пожалуйста. 102 года ему. Идем. Может, если я успею оформить коляски, вот эти сидела, то на коляске вывести можно, на улицу можно, если... На улице. Не простудим, вот чтобы А ему только нет, плохо не сделало. оденется, возле хоть подышит. Можно я вот здесь? Давайте стул поставьте. Давайте мы вот так вот сделаем, чтобы было. Опа. Поднимем это его. Ну, уберите трубетейку. Давайте я давайте я его Давайте головной конец чуть приподнимем. подправлю. У него вот таких вот прямо таких вот заболеваний тяжелых. Нет, он это старость уже, Ради Фаридович. Уникально, что ни разу не был ранен во время войны. И это самое, да. Он говорит, что... Ради Фаридович, настоящий герой? Это самый настоящий герой. Это очень для нас дорогой человек. Прошел с такими боями всю войну, поэтому вот у нас для него приготовлен еще один сюрприз. Вот это мы 23 февраля сделаем. Ну, то есть ему видно хорошо здесь. Хорошо, ему нравится, спит хорошо. Свои болячки уж есть, никуда от этого не денешься. Без куришей жалеем. Спасибо большое, всего вам доброго, до свидания. Вот здесь мы используем новые технологии тоже, Ради Фаридович. ЭГ, те, которые получили травму, и лечение здесь, мы еще проводим лечение храпа. Очень синдром сонного апноэ. Многие люди, статистики в России нет его. Многие люди просто умирают во сне. Западает язык, умирает. Мы здесь диагностируем, подбираем аппарат. Вот этот аппарат, который можно около кровати ставить и полностью реабилитироваться. Это принудительный поток воздуха и не дает мягкому небу именно западать. Человек отучился, занимается,
Храп это не должно быть, потому что люди засыпают за рулем, умирают. Это все гипоксия. Человек не высыпается после сна. Он вроде бы проспал 8 часов, а чувства отдыха, восполнения нет. Это связано с тем, что не хватает кислорода. Вот эти постоянно просыпается идет, ночью и вздрагивает, просыпается, мозг не отдыхает. Мы этим тоже занимаемся, Радифарович. Мониторинг делаете. И ночью он один день здесь поспит, мы полностью диагноз ставим. Здесь мы используем любые площади, которые есть, учим ходить. Социальная реабилитация. Вот, да, вот еще, Радифарович, я просто хотел обратить внимание, здесь вот логопед занимается. Логопед, который учит разговаривать после инсульта, практически до массажа языка. Здесь что происходит? Расскажите. Здесь пациентка с моторно-сенсорной афазией, то есть поражение после инсульта у нее буквально в этом году было. То есть сейчас у нее идет ранний восстановительный период. Вот мы восстанавливаем и воздействуем на речевые зоны, чтобы у нее восстановилась полностью коммуникативная функция. Ну, те необходимые вещи, которые есть, это учим заново человека работать. Здесь зона тоже релакса, массажеры для ног, массажеры для всего тела. Здесь ароматерапия, звук. Выключайте, занимайтесь. Но все, здесь вот на 40 коек, комфортно, 3 человека в палате лежат, никакой толкучки нет. Питание как питание, столовая, да? Наша свой пищеблок, Радифарович. Мы кормим около 200 рублей в сутки на каждого пациента, практически 5 раз кормим. И стараемся вот эти все нормативы соблюсти, для того, чтобы не было недовольства со стороны питания. Так как у нас ветераны войн, да, афганцы, чеченцы. Они здесь полностью, музыка, свет, все есть. То есть вроде бы элементарные вещи, но действительно они работают, да? Именно для коррекции психоэмоциональных состояний, нервов, тревог, таких вот фобий, когда идет переадаптация страхов каких-то. Мы сейчас практически здесь и концерты проводим, все это беседы, там, ну, как старые добрые времена, советские времена, Радифарович. Как военный госпиталь. У нас там Агитотряды. на Тукаева 2 раза в неделю концерты проходят. А на Тукаева вот сейчас у вас коечный фонд или что там? У нас 340 коек, Радифарович, здесь 80 коек здесь, там 260 коек. Подвал был затоплен, и вода качалась. А мы сделали мелиорацию, Радифарович. И вот эта вода, в которой накапливается яма, самое глубокое место, и сразу откачивается в канализационную систему. Нашли, и все, и тут же. С двух сторон это поставлено, и сразу откачивается. Мелиорацию вокруг стен провели. А почему это, спросите, можно спросить? Это, потому что в грунтовые воды подходили, и здесь такая зона была. Мы его практически провели мелиорацию. Здесь помещение тоже, технологические помещения, Радифарович. Раздевалки для сотрудников. Они здесь сюда спускаются, раздеваются. Мы используем и наши лечебные грязи, Радифарович. Вот то, что мы говорим. Вот аппликационная грязь, извините, что побеспокоили. Грязи наши, Красносольск. То берем и здесь используем. Вот такие грязевые у нас ванны есть, где мы готовим аппликацию. Это уже вариант санаторного такого больше лечения. Да. Аппликации, которые готовим, греем в таком составе и его прикладываем на те места болевые точки. Да, это очень эффективно. Эффективная методика. Мы приспособились, где можно что разместить. Вот соляная шахта, Радифарович, которые все тоже пользуются большим. Вот, соль подается, конечно, через дисперсию, и все это самое тоже один из оздоравливающих, эффективных методик. И еще датчики учета, которые позволяют именно платить по тарифу, они... Это тоже очень экономный, смотрим, это мы сразу продумали. Практически это все было в воде. Вот это такое же помещение на этом конце есть, здание, которое позволяет полностью контролировать грунтовую воду.
пытались все учесть, учитывая местоположение этого здания. Старые здания, разрушенные. Практически уровень земли, сейчас мы посмотрим, уровень земли на 1,5 метра выше. Вот здесь водолечебница сама представлена, Ради Фарич. Мы все виды ванн, которые существуют, используем. Вот, гидромассажи, вот если тяжелый больной есть, который тоже погружаете. Погружаем и убираем, и он получает все эти виды ванн. Идемте дальше. Вот несколько представлено, несколько видов ванн, Ради Фарич. Подводный душ, массажи для реабилитации всех наших пациентов. Это тоже помогает быстрее реабилитироваться, если применять водные процедуры. Здесь все виды душа, которые существуют у нас в санаториях. Восходящий, циркулярный, душ Шарко, все есть. Весь день, получается, занят у человека. У него нет свободного времени. С утра встает до 4 дня, он практически полностью занят своим здоровьем, Ради Фарич. Здесь тоже, Ради Фарич, несколько уникальных аппаратов, которых нет в республике. Вот этот аппарат, в частности, Тагир Маврич занимается, это лечение остеохондроза. Аппарат спиннелайнер, который находит болевые точки, снимает спазм и боль. Спиннелайнер. Ну, продемонстрируйте, какие технологии. Вот люди, где у нас получают питание, практически мы всех рассаживаем один раз, а те, которые лежащие пациенты, мы кормим на месте, на местах. Здесь и он практически такое место, где можем и концерты проводить чисто так. Ну, Общественное, да. Общественные мероприятия. Райфович, как вам госпиталь? Очень понравился. Да, очень понравился. И оборудование, и очень высокопрофессиональный коллектив здесь. Самое главное, что здесь делается, людей, практически потерявших надежду на нормальную жизнь, здесь ставят на ноги, учат говорить после тяжелых травм, инсультов. Вот мы сейчас поедем на здравчас и будем обсуждать, что нам сделать, чтобы вот таких учреждений у нас было больше, и не работало. Добрый день. Здравствуйте. А почему вот вы в каждый объект заезжаете? Смотреть максимально. Олег Анатольевич, Спасибо.